Праздник весны и труда. На России сегодня отмечает 1 мая. В Назране прошло праздничное шествие и митинг. Сегодня у газеты «Сердало» юбилей. 95 лет со дня выхода первого номера. Память о героях нетленна. Мероприятие под таким названием прошло в 3-й школе города Малгобека. Добрый вечер, это новости 24. Итак, сегодня вся страна в едином порыве, как в старые добрые времена, отметила праздник весны и труда. Современная Россия вновь вернулась к этой дате в 2014-м. Сегодня по сложившейся традиции в городах нашей страны прошли шествия, митинги представителей министерств, политических партий, профсоюзов. В Ингушетии официально встретить 1 мая на улице вышли порядка 10 тысяч человек. По всем районам были организованы концерты и народные гуляния. Наши корреспонденты работали по республике, ну а начнет Хади Добриева. В этом году праздник весны и труда в республике встречают без традиционного шествия, но плакаты с названиями организаций, министерств и ведомств на площади мелькают повсюду. В праздничном мероприятии принимают участие все, кому не безразлична судьба родной республики. Это люди разных возрастов. Те, кто, перешагнув очередной год созидания и процветания, могут поделиться своим опытом с другими. Праздничные мероприятия открывают массовым митингом. Тысячи людей с высоко поднятыми плакатами, словно в один голос твердят: труд – это движение вперед и основа прогресса. Сегодня погода отличная, солнечная, майская, праздничная. И такое же настроение у нас хорошее. Мы все дружно, всем коллективом сюда пришли, чтобы повидать и других, и себя показать. И, конечно же, поздравляем всех с этим Поздравляем праздником. всех. Праздник всеобщий, праздник мира, труда, весенний, красивый праздник. Хочу поздравить, пользуясь случаем, всех жителей республики с этим праздником, пожелать благополучия, мира, мирного неба над головой и всех-всех благ. Мир, труд, май. Наверное, эти слова как никому понятны и близки Аламбеку Джендигову. Идея воссоздания в регионе профсоюзного движения тоже его заслуга. Всю свою жизнь он привык трудиться. В разные годы Аламбек работал в райисполкоме, литейщиком на заводе, а с 2004-го руководит профсоюзом работников госучреждений и общественного обслуживания. Мир, труд, счастье обозначает нашу жизнь, которая, чтобы с пожеланием нам мира было. Это большое достижение человечества, мирно жить, этот самый, трудиться, чтобы мы были возможности нам где трудиться, чтобы мы могли трудиться и честно заработанные свои деньги получать вовремя. Вот это международная задача, которая стоит, и мы воплощаем, которую, в моем понимании, это когда хорошо человеку, это хорошо всем нам. Кстати, о профсоюзах движение охватывает на сегодняшний день больше 20 тысяч трудящихся в регионе. Почти в 70% организациях созданы профсоюзы. Сегодняшний праздник ознаменован еще и принятием трехстороннего соглашения между работодателями, объединением профсоюзов и правительством региона. Не зря в этом году 1 мая встречают с лозунгом «За достойный труд и справедливую социальную политику». Мы живем в сложной и политической, и экономической обстановке. Это значит, режим санкций. Это когда силы глобализации пытаются раздавить нашу страну, пытаются где-то, значит, ее унизить. И в этой системе особое значение приобретает деятельность наших профсоюзов. И в плане социальной защиты, и в плане обеспечения стабильного роста заработной платы, и в плане обеспечения инфляции ежегодной заработной платы. Мы эти вопросы отстаиваем, будем отстаивать. И, значит, в составе Общероссийского профсоюза, и на нашем республиканском уровне. Присоединился к празднику солидарности всех трудящихся и глава республики. Юнусбек Евкуров призвал трудовые коллективы активно включаться в профсоюзное движение, научиться отстаивать свои права, проявлять таким образом уважение к собственному труду и профессии. Чем больше наши бюджетники войдут в состав профсоюзов, тем лучше для них самих. Отчисления там небольшие, но при этом эти отчисления, в этом году мне как раз руководство профсоюзов докладывало, отчитывались по итогам 2017 года. Огромное количество рабочих, которые получили путевки, которые поехали отдохнуть. И в 2018 году в разы кратно это должно возрасти. Почему? Потому что с каждым днем все больше и больше людей должны вступать в движение профсоюзов. Ну и этот день, по традиции, понятно, с советского периода мы его ведем.
Но его надо традиционно еще раз в сознании людей закрепить, что это не просто обязаловка, не просто протокольная вещь, а это именно уважение своего труда, уважение своей профессии, своего права, в конце концов, и по зову профсоюзов выходить сюда на такие мероприятия. Пожелания рабочим коллективам звучат сегодня и от почетных гостей. Хочется, чтобы этот праздник, он был именно действительно не такой по принуждению, не так, чтобы мы здесь делали протокольные вещи, а чтобы мы смогли создать такое настроение в республике, чтобы мы друг другу доверяли, чтобы мы друг друга любили, чтобы мы понимали, что мы сегодня имеем, чего мы вчера не имели. И это создавало бы на самом деле такое общее настроение. В этот день я бы хотел, чтобы вы не забыли о том, что труд создал эту страну, труд удержал ее в годину великих испытаний, а трудились это наши с вами отцы, матери, дедушки, бабушки, сестры, братья. А вот для одной из виновниц торжества, героя труда Марии Богатыревой, сегодняшний день – двойной праздник. Ровно 3 года назад президент страны ей вручил главную награду в ее жизни. Здесь же приняли и резолюцию, в которой отстаивается не только право на достойную оплату труда, а еще представители профсоюзного движения намерены решительно выступить против повышения налогов. Хадия Добреева, Галаш Гойгов, Новости 24. 1 мая – это праздник мира и согласия, который на протяжении десятков лет объединяет поколения и наполняет сердца людей гордостью как за личные трудовые свершения, так и всего народа в целом. Праздник трудящихся. Хаджибекар Асмиев – один из тех, кто более 20 лет своей жизни отдал профессии водитель. В то время, в 90-х годах, каждый зарабатывал как мог. И самое главное, за какую бы работу ни взялись, все выполняли ее с большой любовью, вспоминает дедушка. Дохан die детиш до Доханс. Год авиалав ди Адахачан, Казахстан. Ну, Цадахачан шоур дижидиша в 57 году цаверса. В 61-м дижидиша шоур Бог мяпас. Хаджибекар Асмиев пришел сегодня не один, с друзьями, с которыми они еще неделю назад решили, что обязательно пойдут на митинг. Каждый из них отдал десятки лет различным профессиям, и этот праздник заслужили трудом. 1 мая Бог лилбеб уадлу, унаха, умесиш маха, пачалхин, дерес халаду аташкер. Нахдал могут мяш лилбол уадду. Яком партия даяча 1 мая хамаш далехер, хаджу ю метдол дежу хакиш лешо, ю таурханш лия дадол латве. Клар футя спортивные اللي حيوا لعبتك دخبير زليمات ديت ساتجي شكولجي باليتيجي هزم او يمت يلو دال دكاز برتو بولش شيء هيا هرداد تعيش دولش تعيجلي دولش دال برتي شتايلو يرمو متي كسكس معاشاقيت دول А вот Наудаш Тимирханова 30 лет проработала на инструментальном заводе. Сколько бы работ она потом не променяла, это место до сих пор остается для нее самым любимым. И коллектив, и настроение, с которым выполняли работу, такого уже нет, сетует бабушка. Я там работаю после училища 10 лет токарем, и после института работал 20 лет руководителем. Праздник Да, праздник долго, но Москва мерчу волочу. Овей Прекрасная погода способствует замечательному настроению людей. 8 тысяч жителей республики вышли на площадь Согласия, чтобы поздравить друг друга с праздником, пожелать новых успехов и плодотворных трудовых будней. Естественно, хотелось пожелать и мира, и спокойствия, и уверенности в завтрашнем дне. И, естественно, хотелось бы, чтобы наши дети были счастливее нас.
Но я бы все равно хотел вспомнить и времена те, которые прошли. Ведь там жили наши предки. Как они жили, что они не делали. Но они старались тоже жить в ногу со временем. Они любили свою страну, они многое сделали для того, чтобы эта страна была великой. Поздравляю всех жителей республики и весь российский народ с днем, с этим прекрасным праздником весенним, праздником весны и труда. Это прекрасная погода соответствует нашему празднику. Желаю, чтобы все жители нашей республики были счастливы. Давно уже этот праздник стал праздником трудящихся, солидарности всех работников, всех трудящихся. Конечно, сегодняшний день напоминает мне мою молодость. Тогда в молодые годы мы со своими подружками, одноклассницами, сотрудниками выходили на парад. Это сплочает коллектив, это, понимаете, это несет какую-то такую положительную ауру, которая передается из года в год. И вот сегодняшний день, и погода ясная, и все радуются. Когда-то в детстве это был такой праздник, мы так к нему готовили, шары надували, флажки делали, на парад ходили. В общем, наверное, многие поймут, о чем я говорю. Поэтому очень приятно, что все это возрождается, людям нужны праздники, людям необходимо выплескивать свои эмоции, встречаться, радоваться. В общем, всех с праздником, с Днем весны и труда. И вообще я считаю, что такого рода мероприятия очень сплачивают людей, то, что объединяет, то, что все выходят в такой прекрасный солнечный день, вместе проводят это мероприятие, это здорово. Для гостей сегодня предусмотрено все, чтобы они смогли отдохнуть и развеяться. Как мы знаем, ни один праздник на Кавказе не обходится без шашлыков. Вот и здесь пока в одном шатре предлагают национальные лепешки, в другом жарится шашлычок. Также здесь развернулась ярмарка, на которой представлена различная продукция. К примеру, гости из Владикавказа привезли с собой изделия из бисера ручной работы. Называется Центр эстетического воспитания детей творчества, а занимаемся мы этим уже очень давно. Мы уже успели поучаствовать во многих выставках, позанимали там места, представили свои работы, посмотрели на работы других. Прежде всего, это новые знакомства. А гости из солнечного Дагестана привезли горный мед различных видов. Я предлагаю вашему вниманию мед из Дагестана. Значит, вот этот мед у нас гречишный. Вот. Это разнотравье. Это молочаевский мед. Так. Вот это тоже цветочный мед с альпийских лугов. Благотворительный фонд «Тешим» также принял участие в ярмарке. Они представили здесь различную продукцию – еду, одежду, косметику и даже картины. Эти рисунки, которые на футболках, это дети рисовали, мы их сканировали вот, и вот продаем разные футболки. Это у вас какая-то акция проводится? Да, акция. Мы деньги, которые мы собрали, мы детям, которые болеют, малоимущим семьям отдаем. В это время настроение зрителей поднимается все выше и выше. На сцене с праздником поздравляют артисты Ингушской эстрады. Для более маленьких гостей здесь также предусмотрена развлекательная программа. Назрановская школа искусств выставила работы своих учеников. Сегодня в рамках праздника они дают возможность продемонстрировать свои умения обращаться с кистью и всем желающим деткам. Трудовой год выдался для школы плодотворным, успели заявить о себе на различных конкурсах. Наша художественная школа города Назрань принимает самое активное участие во всех мероприятиях республики. В нашей практике еще такого не было, чтобы наша школа не приняла участие в том или ином мероприятии. На данный момент мы выставили работу на праздник 1 мая весны и труда. Пользуясь случаем, хочу поздравить жителей нашей республики. Всем благополучия, счастья и мирного неба над головой. В этом году нашей школе исполняется 20 лет. Для многих представителей более старшего поколения 90-х, 1 мая – это возможность увидеться со своими друзьями и знакомыми. Сегодня эту добрую традицию потихоньку перенимают и поколение 2000-х. Готов!
София Романкиева, Ахмед Горбаков. Новости 24. В руках воздушные шарики, а в глазах огонь. С самого утра на центральной площади многолюдно. Здесь собрались представители разных поколений. Артисты исполняют песни, танцевальные ансамбли впечатляют зрителей своими плавными движениями рук и чувством ритма. Тамара Дахкильгова пришла сюда со своей семьей. Признается, что из-за двух маленьких детишек она долгое время не могла посещать подобные мероприятия. Но теперь, когда они немного подросли, чаще бывает на концертах. Пришли на праздник с детьми. Мы, конечно, не ожидали, что все будет так красиво, интересно, развлекательно. Наши дети очень довольны, всем очень нравится. Хочется поздравить жителей с праздником весны, труда, пожелать всем самого наилучшего. Сегодня даже погода улыбнулась жителям Малгобека. Весеннее солнышко – это лишний повод для веселья. Мороженое, сладкая вата и воздушные шарики лишь добавляет радости в глазах не только детей, но и взрослых. Ведь не каждый день на центральной площади устраивают такие концерты. Праздник весны и труда отмечают не только в России, но и в многих других странах мира. Изначально еще в СССР его помнят как День международной солидарности трудящихся. Но как бы его ни называли, для многих 1 мая традиционно символизирует возрождение и приход весны. Я пришла сегодня на праздник с своими подругами. Мы получили массу огромных впечатлений. Я хочу поздравить всех жителей Республики Ингушетия и всей России с праздником весны. Лейла Гамботова отдала швейному делу полжизни. Рассказывает, что работа для нее одно наслаждение, но все же отдых необходим. Всех с весной, с праздником. Концерт нам поставили, очень хороший концерт. На мероприятии собрались медики, учителя, швеи, в общем, представители всех профессий. Не остались в стороне и старейшины республики. Многие из них уже в заслуженном отпуске, а кто-то до сих пор трудится, не покладая рук. Они, как и в молодости, забыв о всех и вся, идут в пляс под звуки зажигательной лезгинки. Ингушетия, наряду со 140 странами мира, как и полагается, торжественно встретила праздник весны и трудолюбия. Мероприятие продлится до позднего вечера. Любой желающий может прийти и насладиться концертной программой. Ната Евлоева, Адам Далаков, Новости 24. Зажигательные танцы, песни, смех, веселье и хорошее настроение не покидает гостей ни на минуту. 1 мая для жителей Сунжи, пожалуй, долгожданное событие. Встретиться в лишний раз с друзьями, знакомыми и, наконец, отойти от серых будней. Залина Чагиева праздник весны и труда отмечает вместе со своими коллегами на работе. И вовсе не жалуется, ведь подполковник полиции на страже правопорядка уже 22 года. И каждый майский праздник мы, естественно, работаем по охране общественного порядка. И, пользуясь случаем, я хочу поздравить всех жителей района, а также своих коллег с праздником весны, труда. Пожелать им всех благ, мира, удачи. Тем временем на сцене проходит конкурс Малхааза, в котором девушкам, как и подобает настоящим горянкам, необходимо продемонстрировать самый красивый танец, лучшую выпечку в национальном стиле, мастерство поговорок, пословиц и рассказать про свою народословность. И лучшей в этих номинациях, по мнению жюри, оказалась Фатима Мершкова. Победители определены, но на этом концертная программа не заканчивается. Воспитанники ДК демонстрируют свои таланты в исполнении сразу нескольких видов танцев. За яркими номерами наблюдает и Мульфа Албакова. Бабушка и не помнит, как давно трудится в торговой деятельности. Свой праздник она специально пришла посмотреть номер в исполнении внучки. Настроение очень хорошее, потому что танцует моя внучка в этом ансамбле. И вот я с ней уже 4 года, 5-й год хожу с ней. Хотелось бы всех собравшихся поздравить с этим праздником. Хотелось бы пожелать всем доброго здоровья, счастья, мира и всего самого хорошего. Сунжи решили провести праздник с национальным колоритом – Тушо-лицей, что означает День плодородия. Праздник, который наши предки ежегодно отмечали весной. И у народа он всегда ассоциировался с трудом. Времена изменились, но традиция осталась. И сегодня, как и раньше, мы отмечаем его шумно и весело. Все очень радостные, испытывают тройные чувства радости, потому что это очень действительно светлый праздник. Конечно, хочется пожелать всем жителям нашей республики хорошего настроения
говорят, улыбка это эликсир, который гарантирует нам обаяние, красоту и долгую жизнь. Хочется пожелать всем жителям, главное, улыбки. 1 мая сдал, настроение веселое. Праздник наше старшее поколение помнит и любит с детства. Он всегда широко отмечался в советские времена. Поздравления всем труженикам звучат буквально отовсюду. Неподдельные эмоции, весеннее настроение – главный атрибут этого дня. Поздравляю всех с 1 мая. Желаю всем удачного здоровья. Я поздравляю всех жителей праздника 1 мая, праздника весны и труда. Поздравляю вас с 1 мая! Зелимхан Калоев, Хамзат Халухоев, Новости 24. Сегодня у газеты «Сердало» юбилей. 95 лет со дня выхода первого номера. Ее основателями по праву считаются Заурбек Мальсагов и Цимбот Беков, которые приложили немало усилий, чтобы сохранить издание. Неудивительно, что газета приобрела статус одной из старейших на Северном Кавказе. Каждый год в свет выходит 200 номеров газеты тиражом чуть более 2500 экземпляров. Кстати, год назад выпускающие редакторы подготовили электронную версию «Сердало». И читать любимую газету теперь можно и будучи далеко от родины. Но сотрудники уверены, их читателям приятнее держать газету в руках. В арсенале редакции более 20 рубрик: политика, спорт, культура, образование. На страницах издания всегда можно найти отражение непростых процессов и событий в республике и стране, проблемы и чаяния народа. Печатники стараются охватить все, что происходит в регионе. Эта задача остается неизменной со дня создания газеты, и каждый журналист подкован во всех направлениях. Оперативность, мобильность – это стало требованием времени, и поэтому некий универсализм должен быть у журналистов. Уходить полностью в сеть, исключив печатную версию, мы не собираемся. В принципе, это было бы некрасиво и не нужно, потому что, как бы мы ни говорили, печатные варианты газет, СМИ, они существуют и будут существовать. Я бы хотел поздравить всех работников, пожелать им востребованности, пожелать им успехов, чтобы их перо продолжало интересовать, волновать читателей Республики Ингушетия. Поздравить коллектив решил глава региона. Он отметил в своем инстаграм: с момента своего основания судьба газеты неразрывно связана с судьбой республики. Все 95 лет Сердало пользуется заслуженным уважением и популярностью в регионе. В этот знаменательный день искренне желаю всему коллективу газеты «Сердало» новых творческих взлетов, доверия читателей и чутья на все новое и интересное. Счастья, здоровья и благополучия. Конец цитаты. Скорбь и гордость, торжество и уважение. Неподдельные эмоции вызывает музей боевой славы в школе 18 селения Плиева. В учебном заведении представлена экспозиция, посвященная уроженцам села, участникам Великой Отечественной войны. В зале собрана информация о солдатах, личные вещи, принадлежавшие защитникам, и трофеи находки поисковых отрядов. Дана Плиева расскажет об этом. В этом хранилище памяти собрана информация обо всех уроженцах села Плиева, внесших большой вклад в защиту своей родины как на войне, так и в мирное время. Сам музей существует уже 18 лет. Основала его Малика Горданова, директор этой школы. В наш музей приходили студенты, которым необходим был материал, приходили учащиеся из других школ, приезжали учащиеся из Северной Осетии. У нас бывает очень много посетителей. И очень часто приходят родственники погибших, умерших участников Великой Отечественной войны, которые приводят сюда своих детей, своих внуков. Подвиг Сулумбека Асканова, еще одного односельчанина, вдохновил ее на создание музея. Оборудовав помещение под зал, посвященный Сулумбеку Асканову, Малика Абузаровна решила сделать и второй, боевой славы. Сейчас музей по праву можно считать и вышедшим за рамки школьного. Музей был нужен, он должен был здесь появиться. И поэтому, да, именами героев называют улицы, им ставят памятники, бюсты, но это застывшая память, а музей – это память живая. Историк по профессии Малика Горданова лично собирала большую часть материала. При его сборе активную помощь оказали сотрудники музея краеведения. Свой интерес и любовь к истории Малика решила передать детям и создала клуб «Патриот», где юные сыщики ищут информацию о своих односельчанах, отдавших жизнь за родину на фронтах Великой Отечественной. Члены клуба участвуют в различного рода патриотических акциях, бессмертный полк, вахта памяти, даже проводят экскурсии.
И, как признаются сами ребята, эта деятельность им очень нравится. Мы здесь ищем имена забытых воинов, ходим на раскопки. В апреле прошлого года мы были в Малгобеке. В раскопках под Малгобеком ребята участвовали вместе с Малгобекским поисковым отрядом, с которым они сотрудничают около 10 лет. В музее даже есть отдельная экспозиция, созданная к 65-й годовщине боя под Малгобеком. Здесь гильзы, пулеметные ленты, снаряды большого калибра и другие экспонаты. Тоже дважды простреленный котелок солдатский, кружка алюминиевая, из которой они могли пить, и саперные лопатки. На сегодняшний день в одном из залов музея хранятся около 60 стендов с именами участников Великой Отечественной. На каждом биографии, фронтовые письма и награды бойца. Среди них есть стенд с именем отца Малики, Горданова Абузара Хадисовича. Он добровольцем ушел на фронт и принимал активное участие в боях под Сталинградом. В то время он работал зоотехником и селекционером. После переквалификации Абузара Хадисовича назначили командиром санитарной бригады. Он был там ранен, и в сводках было сказано, что убит. Однако один из этих бойцов похоронной команды увидел, что он жив. Боец этот оказался грузином, и он на себе его много километров нес до госпиталя. И вот опять уже я взрослая была, когда мы приезжали в Тбилиси в гости к этому человеку, которому мой отец был обязан жизнью. И удивительное переплетение судеб. Умерли они, и мой отец, и его спаситель, в один и тот же год. В этом году музей пополнился новым списком уроженцев села Аплиева, среди которых и представители других национальностей. По поиску информации о них уже ведется активная работа. Также планируется в музее открыть еще один зал, посвященный истории села Аплиева. Дана Плиева, Адам Далаков, Новости 24. Память о героях нетленна. Мероприятие под таким названием прошло в 3-й школе города Малгобек. Организовали его, по сути, сами ученики. Таким образом, почтили память солдат 40-х. Ко Дню Великой Победы репортаж нашего корреспондента Наты Евлоевой. В этом зале вспоминают тех героев, чьи жизни унесла война. Учащиеся 3-й Малгобекской школы собрались здесь, чтобы почтить память всех павших в сражениях Великой Отечественной войны и отдать дань ветеранам. На сцене ребята читают стихи, исполняют военные песни и даже старый забытый вальсок. А вот юноармейцы подготовили танец «Граница». В нем приняли участие как мальчики, так и девочки. В течение 2 месяцев они отрабатывали четкость движений, и результат стоил того. Юноармейцы рассказывают, что уже выступали с подобными номерами и даже участвовали на конкурсе в Псидахе. Однако в 3-й Малгобекской школе они выступают впервые. Мы запомним этот день надолго, потому что этот день, мы первый раз выступали сегодня перед всей школой, перед гостями. Нам это очень понравилось. И будем в дальнейшем больше стараться. В качестве гостя здесь также присутствовал руководитель мобильного моноспектакля «Ожившая память в стихах» Сергей Панферов. Здесь он зачитал одно из военных произведений Василия Теркина. Суп досыта, чай до пота, жизнь как жизнь. И опять война, работа. Становись! Сергей Панфелов в рамках мобильного моноспектакля уже побывал во многих уголках страны – в Дагестане, Калмыкии, в Ставропольском крае и так далее. Теперь он планирует охватить территорию всего Северного Кавказа. Хочется в перспективе, чтобы вся молодежь нашей страны с уважением относилась к нашей светлой памяти победы, поэтому хочется передать те знания, те события в данном образе моноспектакля нашим детям. В завершении мероприятия все собравшиеся записали совместно небольшой памятный ролик. 73 года прошло с того дня, как над Рейхстагом водрузили победный флаг, ознаменовавший полную капитуляцию над фашистской Германией. Благодаря миллионам солдат, которые защищали Родину, сегодня мы живем в мире и согласии. Ната Евлоева, Рахман Цуров, Новости 24.
С особенностями казарменной жизни и боевой подготовки ознакомились курсанты Горского кадетского корпуса. Они посетили 70-й гвардейский мотострелковый полк Шалинского гарнизона в Чеченской Республике. Визит ребят стал возможен благодаря договоренности, достигнутой главой Ингушетии с командующим войсками Южного военного округа. О военно-патриотической миссии расскажет Микаил Тангиев. Четким строевым шагом курсанты Горского кадетского корпуса первым делом направляются в здание, где проходит спортивная подготовка солдат мотострелкового полка. Ребятам показывают помещение, где бойцы Шалинского гарнизона могут заниматься практически любимым видом спорта. Здесь также имеется фитнес-зал с тренажерами, и кадеты не упустили возможности самим потягать железо. В соседнем помещении находится зал бокса. Здесь под руководством опытного тренера военнослужащие отрабатывают различные удары. Нашим ребятам удалось показать себя и в этой дисциплине. После упорных занятий в спортзалах солдаты направляются в большой плавательный бассейн глубиной до 3 метров. В этой войсковой части службу проходят как солдаты-срочники, так и военнослужащие по контракту. Первые живут в специальных казармах, где для них соблюдены все условия проживания. На огромной территории Шалинского гарнизона также имеется футбольное поле и баскетбольная площадка. В завершении экскурсии ребята спешат поделиться своими эмоциями от увиденного. Мы приехали с кадетами, увидели, как солдаты занимаются, как они живут, их спортивные залы, поле. Гарнизон мне очень понравился, и я с удовольствием приехал бы снова. Увидел стрельбище, тир, очень понравился. Увидел их спортивные залы, тренажерные залы, их беговые дорожки, футбольное поле. Все понравилось, очень организованно, очень хорошо, стоило сюда приехать. Изначально эта поездка стала возможной благодаря соглашению, которое было заключено между главой Ингушетии Нузбеком Евкуровым и командующим войсками Южного военного округа Александром Дворниковым. В кадетском корпусе постоянно проводится военно-патриотическая работа. Мы периодически выезжаем в воинские части, соединения, формирования, где кадеты непосредственно могут ознакомиться и выбрать для себя профессию для будущего. Полученный опыт от увиденного станет для ребят хорошим стимулом, поможет каждому из них сделать осознанный выбор в жизни и определиться со своим призванием. Микаил Тангиев, Марбек Мержоев, Новости 24. Президент России Владимир Путин поручил Росреестру и Русскому географическому обществу создать новый географический атлас мира под контролем Министерства обороны. Ведомство должно предоставить в том числе в режиме онлайн доступ к своим картографическим материалам. Эти данные будут доступными как для составителей атласа, так и для путешественников, туристов и автолюбителей. Как пояснил президент, выступая на заседании попечительского совета общества, Россия не намерена никому ничего навязывать, но также не станет закрывать глаза в искажении исторических географических данных. По его мнению, это происходит в связи с тем, что в открытом доступе нет современных российских карт. Владимир Путин подчеркнул, что гриф секретности на многих из них уже устарел. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.